Казахстане не первый год говорят о проблеме нелегальной трудовой миграции. При том, что проблема на самом деле имеет место быть, немало тех, кто просто спекулирует на массовых страхах. Это беспроигрышная тема, ведь гастарбайтеров не любят везде, видя в них конкурентов. Тем более, когда они не ленятся, работают в поте лица и в итоге достигают видимых успехов. Мы на этот раз решили посмотреть на старый вопрос с новой стороны. Кыргызские корреспонденты приехали в Алматы и сделали репортаж о жизни своих соотечественников. Как, где, почему и на что живется кыргызам в Казахстане. Утро на барахолке начинается всегда одинаково. Ближе к полудню ряды оживают. Закупаться приезжают со всего Казахстана. Сейчас что-нибудь скажешь, значит, так барахолку собираются закрыть. Да вы что? Ну ты слышал? Сумочки наши, пожалуйста. Слухи, как вирус, также быстро разносятся сквозь узкие проходы контейнерного городка. Пока власти Алматы решают, нужно ли модернизировать рынок, челноки вкалывают до изнурения. Весь Казахстан у их ног. Привозим из Дордоя, все легально. Товар из Поднебесной, минуя границы Кыргызстана, а затем Казахстана, оказывается здесь, а вместе с ними тысячи трудовых мигрантов. 10-20 тысяч кыргызов здесь. Точных данных нет. Когда человек все делает официально, у них меньше проблем будет с законами. В основном это, конечно, касается наших трудовых мигрантов, которые работают нелегально. В своем дорогом авто бизнесмен Руслан Мамыров четко разделяет своих соотечественников здесь, в Казахстане, на тех, кто трудится законно и незаконно. Граница между ними свойственная каждому натура. Это все зависит, опять же, от человека. У кого-то лень, у кого-то жадность. Кыргызстан для отдыха, Казахстан для работы. Каждый, кто осознал это, крепко обосновался и зарабатывает. Руслан, родом из Чу, отрубил в Казахстане 2 пятилетки. И, похоже, здесь надолго. Марат Нагимович, бывший председатель нашего этнокультурного центра, передал флаг мне. За маленькую комнатушку в Доме дружбы диаспора кыргызов билась долго. Добившись, ставят перед собой амбициозные задачи. У нас сейчас 9 депутатов от Ассамблеи народов Казахстана. Но мы пока у кыргызов нет депутатов от кыргызов. Но мы в будущем будем планировать. От кыргызов нет депутатов, но есть те, которые прославились на весь Казахстан. Мастер традиции импровизации Надыр Джеренчиев – один из таких. Ну, о чем можно рассказать? Я даже не знаю, о чем. Это ваша мастерская? Да, это мастерская. Внизу тоже мастерская. В своей загородной мастерской он творит искусство. Все, к чему бы ни прикоснулся, тут же становится народной гордостью. Последняя работа – скипетр власти для главы государства. Его вручили Назарбаеву на инаугурации. Скипетр? Ну, оно мне ушло где-то на 22. В общем, итоговая сумма оказалась очень большая. В Казахстан его привела работа. За труды тут платили и ценили, доверяли важные госзаказы. Но не жалко их продавать, потом отдавать кому-то? Не хотелось бы, а как жить? Надо же продавать, надо же как-то развиваться дальше. Когда работы стало не впроворот, в семейное ремесло влился племянник Азамат. Бизнес превращается, когда сидят вот так много народу и штампуют. Вот это бизнес. А у нас вот единичные, ну, такие более творческие, которые уже как бы не штампующие все. Я так особо из-за того, что рядом, может быть, очень схожий народ, казахи, кыргызы, из-за этого немножко отсутствует вот это такое, как бы совсем в другом народе. У нас и обычаи одинаковые, все одинаково абсолютно. Кто приезжает за деньгами, а кто за любовью, но все считают, что Казахстан – это страна возможностей. Товарооборот на рынке держится на челноках. 80% товаров из Бишкека. На рынках Алматы трудятся почти 20 тысяч кыргызстанцев, и лишь 1/5 часть работает легально. Здесь каждый борется за себя. Нас, конечно, миграционная полиция штрафует. Первый раз штраф, второй тоже, а на третий раз уже депортируют.
Жизнь нелегальщика – постоянные оглядки по сторонам. Вести этот бизнес тяжело, но пока прибыльно. Единственный пропуск на законную работу в Казахстане – это вид на жительство. Все думают, наверное, это дорого, да, там легализоваться, открыть, зарегистрироваться. На самом деле это все легко делается. То есть нужно побегать туда по инстанциям. Центр мануальной терапии в самом престижном районе Алматы. О таком еще лет 10 назад, переезжая из Бишкека в южную столицу Казахстана, костоправ Джергалбек Рахматов мог только мечтать. А теперь он хозяин. С Казахстана клиент, с России приезжает. Иногда иностранцы с Америки, с Турции. Метод, которым он лечит, держит в строгом секрете. Конкуренты завидуют, а клиенты в восторге. Все кыргызы я привез оттуда, потому что мы работаем по авторской методике, то есть по моей методике. Я обучаю этому методу только своих учеников. Талантливый терапевт бежал от бедности из родины, а теперь, когда скопил деньги, задумался о возвращении. Чем будет заниматься дома, уже распланировал. Я думаю, что обучил своих учеников, они без меня спокойно справятся здесь. Я хочу открыть в Бишкеке такой же центр. По пути домой в машине играет исключительно кыргызская эстрада. Район, в котором Турат вместе с семьей снимает квартиру, почти весь обжит приезжими коммерсантами. В тесной однокомнатной квартире Турат живет с супругой и 3 детьми. А детей с трудом, но устроили в местную школу. Учат хорошо. Здесь, в Казахстане, есть хорошая программа. 100 школ, 100 больниц. Новые школы строят. Статус нелегала за годы работы на рынке позволил освоить тонкости негласной рыночной дипломатии. А сколько денег за это время ушло на штрафы? Не подсчитывали? Ой, даже не хочу считать. Пока коммерсанты приносят деньги, руководство рынка и миграционной службы позволяют работать. Но Турат уверен, рано или поздно ему придется сворачивать свой бизнес и вернуться в родной Бишкек. Менять гражданство на заработок он все-таки не готов.